Всем привет! Сейчас еще немножко подождем и начнем задавать вопросы. Всем привет! Местное отделение Лиги при Аграрном университете на связи. Сегодня у нас очередная встреча в рамках онлайн-проекта поступления в ПГАУ, где мы говорим и рассказываем об обучении на том или ином факультете, студенческой жизни и что ждет студента при поступлении в Аграрный университет. Сегодня мы выходим в прямой эфир с энергетическим факультетом Аграрного университета. Проведу его я, Илюза Галиева, будем знакомы. Скажите, меня хорошо слышно и видно? Хорошо. Если меня хорошо слышно и видно, то я приглашаю нашего гостя в эфир. Ждем, пока подключится Андрей Владимирович, и начнем. Да, добрый день, Илюза. Доброго дня еще раз, кто присоединился к нашему эфиру.
Андрей Владимирович, у меня к вам вопрос. Мы на прошлой неделе встречались с механиком и убедились в том, что мы учимся в медфаке. Скажите, пожалуйста. Нет, что девушки учились в медфаке? Ну, девушки учатся на мехфаке, и у нас они тоже учатся. Вот. Я хотела узнать, есть ли в вашем факультете девушки. Например, если я к вам захочу, какое направление вы мне посоветуете? Какие перспективы меня ждут? Спасибо, Илюза, за вопрос. Вопрос интересный. Вроде бы мужские специальности, но у нас контингент студентов составляет порядка 455 человек в научном обучении. Из них 10% составляют девушки. Девушки у нас обучаются, как правило, на направлении теплоэнергетика и теплотехника, где получают специальность энергообеспечения предприятий. Девушки, они незаменимы в сфере энергетики на таких должностях, связанные с обработкой счетов, информации. В местах таких трудоустройства это энергетическая сбытовая компания Башкортостана, это Башкирэнерго. Есть отделы, где полностью сформированы нашими девушками, особенно в энергосбытовой компании, и достигают определенных высот. Хорошо. Энергетический факультет больше мужской, с кем работают парни после выпуска? Места трудоустройства – это, во-первых, наш основной работодатель, будем говорить, это Башкирская электросетевая компания, куда входит группа компаний Башкирэнерго, Best Engineering, Башкирская сетевая компания. На должностях, продолжу, также это Башкирская генерирующая компания, наши работодатели. Также это и Уфа Горсвет, это все те предприятия и сельскохозяйственные предприятия, которые связаны с эксплуатацией электрооборудования. А должности, у нас специфика профессии такова, то, чтобы достичь каких-то высот и вообще начать свою служебную лестницу, все начинают с самой низшей ступени. Это, как правило, электромонтер. Потому, чтобы потом управлять потоками энергии, электроэнергии, тепловой энергии, чтобы случайно не нажать ни на одну какую-то ту кнопочку, и чтобы не произошло ЧП, человек должен пройти все ступени, начиная с электромонтера. А так, конечно же, уже если человек показывает себя в течение полгода, у него начинается служебный рост, мастером становится, начальником участка, главным инженером, руководителем. Если посмотреть по Республике Башкортостан, у нас в Республике Башкортостан порядка 54 районных электрических сетей, и в каждом из них либо главный инженер, либо начальник РЭСа является наш выпускник. Хорошо. Как я знаю, в 19 июня начала работать компания в Аграрном университете. Сколько абитуриентов уже документы на ваш факультет? Что касается, вас интересует очная или заочная форма обучения? Именно заочная, и очная. Да, сейчас идет в разгаре прием документов на заочную форму обучения. Было 3 потока, 2 закончилось. Буду говорить только. Только на заочную форму обучения в предыдущем году применяли. Очную форму принимать. Поэтому на электроэнергетику и на теплоэнергетику, на заочную, там по 50 заявлений. У нас есть еще направление агроинженерия, там профиль электрооборудования и электротехнологии, там порядка 30 заявлений. Соответственно,
то вот у меня цифры передо мной лежат, тут, наверное, более интересна будет информация. Всего у нас 37 бюджетных мест на направление теплоэнергетика и теплотехника. Ну, оно у нас является пока самым таким востребованным. По общему конкурсу там идет 29 мест, из них остальные, значит, по 4 места это особая квота для сирот и 4 это целевой прием. Так вот, на этих 37, на 29 мест, на сегодняшний день на общий конкурс подано 32 заявления. Но надо еще учесть то, что, в принципе, основные потоки не подавали заявления, основная масса. Что касается агроинженерии, там всего 55 бюджетных мест, из них 35 идет на общий конкурс по баллам ЕГЭ, 7 это особая квота, как я вам говорил, это сироты или приравненные к ним, и 13 это целевой прием. Того остается 35 бюджетных мест на общий конкурс, на них сегодня подано 15 заявлений. В основном, если будет, наверное, интересно услышать абитуриентам то, что какая ситуация в предыдущие годы складывалась по приему на эти направления. Что касается теплоэнергетики, порядка у нас все время 35-40 бюджетных мест, и ежегодно на это направление подается порядка 500 заявлений. Минимальный проходной балл, который мы зачислили в том году, на 35 мест было 180 баллов. 177, вот, это самый нижний проходной балл. Что касается направления агроинженерии со специальностью электрооборудования и электротехнологии, то там, если в общем брать на 50 мест, минимальный проходной балл был порядка 175. Поэтому примерно эта картина ежегодно сохраняется, поэтому люди, которые желают поступить на наш факультет и имеют балл ЕГЭ, получат, когда они его, надеюсь, удачно сдадут, более 170 и выше, они могут, в принципе, претендовать на поступление в наш университет на бюджетные места. Хорошо. К нам добавляются новые участники. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас встреча с энергетическим факультетом нашего вуза. На наши вопросы отвечает декан факультета Андрей Владимирович Семененко. После общения с Андреем Владимировичем мы подключимся с Ильдаром Ефимовым, студент первого курса. Так, некоторые рассматривают обучение на заочной форме. Что бы вы посоветовали ребятам, поступить на очное обучение или на заочное? И в чем плюсы и минусы? Ну, все это, если говорить, что у нас, в принципе, мужской факультет, а если тут, наверное, каждый сам выбирает, я могу здесь только свою точку зрения озвучить. Если человек окончил школу, у него есть баллы ЕГЭ хорошие, то, на мой взгляд, конечно же, он должен продолжить обучение в университете и получить первую ступень высшего образования, это бакалавриат. Потом они у нас могут продолжить и вторую ступень образования, получить по этим же направлениям, которые я указывал в магистратуре. Далее они могут продолжить обучение и в аспирантуре. У нас вот эта вся система высшего образования, 3 ступени прослеживается. Что касается очного обучения, то для людей, которые, наверное, закончили техникумы, они могут продолжить обучение как и на очной форме обучения, если им там армия не грозит, ну а также могут и заочную. То есть я тут не могу однозначно ответить, что лучше. На мой взгляд, что после школы однозначно человек должен учиться, и желательно очно. После техникума уже человек будет сам определяться. Либо он очно может продолжить обучение вместе на бакалавриате, либо заочно, это уже выбор каждого. Но после школы с баллами ЕГЭ надо учиться. Как я поняла, после колледжа к вам можно поступить, да? Конечно, у нас в университете проходят внутренние испытания, также сдаются либо дистанционно, либо у нас в университете экзамены, это традиционно такие же экзамены: математика, физика, русский язык,
И к тем, кто поступает по вступительным испытаниям, прием документов у них уже идет с 19 июня по 7 августа. 3 волны также. Хорошо. А сколько стоит у вас обучение на коммерции? А стоимость на коммерческой форме обучения у нас составляет порядка 141 тысячи рублей. 141 тысячи рублей в год. Но при наличии у каждого человека есть какие-то достижения. Соответственно, при наличии этих достижений предоставляется скидка в размере 35 тысяч, и сумма за обучение в год будет на наших направлениях 3, которые я перечислил. Я, наверное, еще повторюсь, мы открыли новое направление подготовки, это электроэнергетика и электротехника. Там в специальности у нас электроснабжение. Это новое, оно очень востребовано. В первый год было на заочную форму обучения. В этом году мы первый раз проводим прием на очную. Так вот, по этим всем нашим 3 направлениям, с учетом снижения цены, стоимость обучения в год будет составлять порядка 105 тысяч рублей в год. Угу. А также нам известно, что у вас на факультете продолжает работать техники, есть клуб «Энергетический шар». Скажите, пожалуйста, чем занимается данный клуб и для кого это? Можно его так назвать. На самом деле это малое инновационное предприятие «Энергетический шар», которое создано при энергетическом факультете. Предназначение его – это внедрение научно-исследовательской деятельности студентов, преподавателей, аспирантов в производство. Туда привлекаются к работе и студенты, и аспиранты, и преподаватели. Все разработки, которые осуществляются на факультете, они выставляются на различного рода выставках. У нас есть свои профильные выставки. Это энергетика Урала, ЖКХ, строительство, агрокомплекс, и ежегодно наши разработки удостаиваются золотых дипломов, медалей. Вот за последнюю разработку это автопилотируемый беспилотный электроагрегат. Мы получили золотую медаль в российской выставке «Золотая осень» в Москве. Поэтому в разрезе этого также у нас действует и инжиниринговый центр при факультете, где студенты изучают азы робототехники, программирования и все, что с этим связано. А есть ли возможность трудоустроиться студентам во время учебы? Вот это самый хороший вопрос, который я считаю, что человек обязательно должен, ну не обязательно, но желательно, чтобы не болтаться где-то, если он не занимается в центре эстетического воспитания у нас или не занимается спортом, то третье, что я рассматриваю, это он должен работать обязательно. Работы в энергетике много, высокооплачиваемые много, в том разрезе и в строительных отрядах, так и самостоятельно, пожалуйста. Но главное условие, мое, наверное, как декана, чтобы студент энергетического факультета, когда работает, он не работал в Макдональдсе, он не работал в KFC, он не работал охранником где-то, да, а он работал именно по своей будущей специальности. И я могу каждому из них посоветовать, куда устроиться. И когда вот такой симбиоз, когда человек обучается и параллельно еще работает по своей специальности, то на выходе уже получается специалист другого уровня, который уже и порох понюхал, и такого человека уже сразу, конечно, можно принимать не только электромонтера. А как обстоят дела с проживанием? Имеется ли общежитие для студентов? Да, студенты у нас проживают все абсолютно, что коммерческие, что бюджетные, в наших общежитиях собственных, комфортабельных. Наши студенты проживают, ну вообще у нас 8 общежитий, а наши студенты проживают в общежитии номер 5, расположенном по адресу Революционная, 76. От нашего университета ходьбы 5-10 минут. Можно спокойненько пойти в обед, перекусить дома, пообедать, вернуться обратно на занятия. Проживают от 2 до 4 человек в комнатах.
Стоимость проживания в зависимости, еще раз говорю, от общежития где-то от 5 до 6 тысяч рублей в год. Мгм. Хорошо. А чем занимаются студенты в свободное время? Студенты, чтобы студент запомнил свою студенческую жизнь, как говорили наши родители, что студенческая жизнь, она самая лучшая, то, естественно, он должен заниматься не только учебой за партами, но и вот как раз тем, что, наверное, называют самые лучшие студенческие годы. Это заниматься, у нас есть Центр эстетического воспитания при университете, расположенный в Дворце молодежи. Я считаю, что такой Дворец молодежи – это очень уникальное для нас место, которое таким дворцом не обладает, наверное, можно так сказать, обладают несколько там университетов Российской Федерации, где наши студенты там обучаются различным профессиям, могут петь, танцевать, на кура играть, там рок-ансамбли, ну, различные направления, еще раз говорю, более 16. А также у нас очень большое внимание уделяется спортивной деятельности. У нас культивируется более 20 различных видов секций, причем команды разного уровня, кто-то посильнее, кто-то приходит по менее подготовленный. Для всех имеется место. И вот приведу пример. Есть люди у нас, которые приходили, человек у нас, Фидан Хабиров, пришел, но захотел играть на саксофоне, но никогда не играл. Пошел, записался в ансамбль, и уже на 2-м курсе он был звездой нашего факультета и университета, и уже в составе команды нашего университета гастролировал, так скажем, по Российской Федерации, по другим вузам, участвовал в смотрах студенческих, поэтому это очень обязательно исполнение. Пришел вопрос, какую максимальную стипендию может получить первокурсник? Ну, все зависит, стипендию надо разделить. Когда человек поступает в университет, получает, в принципе, все одинаковую стипендию. Академическую 2000, но в этом году мы пошли на такой шаг, чтобы студенты нам более подготовленные, шли с более высоким баллом ЕГЭ, мы разделили ее. Если к нам человек поступает в университет, и у него баллы от 190 до 210 тысяч рублей, то он дополнительно получает 11 тысяч рублей прибавку. А если у него более 210 баллов ЕГЭ, то он получает 16 тысяч рублей. А вот уже после окончания первой сессии, там уже все будет зависеть от того, как студент сдал сессию. Естественно, я считаю правильно, государство в этом направлении выстроило политику таким образом, что если человек хорошо учится и что-то делает, то государство для него и все и предоставляет. Если человек получает хоть 1 тройку, то он, в принципе, на обычные стипендии не может претендовать вообще. Поэтому тот, кто хорошо учится, тот будет хорошо и получать. Естественно, если он потом сдал хорошо свою сессию первую и последующие, каждые полгода она пересматривается. Соответственно, есть много различных стипендий, помимо академической стипендии. Это и стипендия президента РФ, правительства РФ, и главы Республики Башкортостан, и наши именные стипендии университета за достижения в спорте, науке, общественной жизни и так далее. Ну, студент, наверное, если так все прочитать, он может получать действительно может уже получать зарплату, а не стипендию, соответствующую уровню зарплат, но 15-20 тысяч можно получать. Если президентская, она, по-моему, 16 тысяч плюс к обычной стипендии. И крайний вопрос. Есть ли возможность у поступающих к вам прийти на экскурсию? Экскурсию, да, мы можем пригласить на экскурсию, но мы сейчас в условиях пандемии же находимся, да? Поэтому человек может прийти
может прийти к нам в университет и подать очно, во-первых, документы, и потом, я думаю, никто не будет против, если мы не в составе группы, а индивидуально, с соблюдением всех мер предосторожности, сможем показать ему и факультет. Мгм. Андрей Владимирович, благодарим вас за эфир, желаем вашему факультету успехов в приемной кампании в этом году. А я абитуриентам, то есть выпускникам школ, желаю удачно сдать уже которые экзамены, получить высокие баллы ЕГЭ. И если они энергичны и хотят заниматься энергией, то мы их приглашаем на наш энергетический факультет. Вам большое спасибо, Илюза, за интервью. Спасибо. До свидания. Всего Всего доброго. хорошего. До свидания. Так, а сейчас у нас подключение с Ильдаром. Привет, Ильдар. Привет. А где экран темный? Ну да, немножко, но нормально, в принципе. Просто у меня прям полностью темный, я не знаю почему. До этого было все нормально. Нет, сейчас вроде все хорошо. Хорошо, ладно. Так, к тебе сразу вопрос. На кого ты учишься и где планируешь работать после выпуска? Я учусь на на энергофакультете, понятно, на агроинженера. В будущем думаю работать в Башкирэнерго. Угу. А какие предметы ты сдавал на ЕГЭ? И учишься ли ты на бюджете или на коммерции? Я сдавал физику, профильную математику и русский, и я учусь на бюджете. Угу. А вообще сложно учиться? И как вообще у вас прошла сессия? Ну, поначалу было, конечно, сложно, непривычно, но потом как-то быстро очень втянулся, и первую сессию там 1 четверка, на второй сессии 2 четверки, ну, в основном 5. Так, несложно было. Угу. Ты ведь перешел на второй курс, да? Да, пришел. Угу. А какой самый сложный был предмет на первом курсе? Начертательная геометрия, инженерная графика. Так, хорошо. А живешь ты в общежитии? Да, в 6 общежитии живу. Ага. И вообще как устраивает? Да, вполне, только дорога, конечно, длинная. Так, иногда в пробки попадаем, но, в принципе, терпимо все, нормально. Угу. А чем занимаешься в свободное время? Ну, Помимо учебы. Андрей Владимирович не сказал то, что вообще в ВУЗе развито хорошо волонтерство, и я вот на своем факультете являюсь руководителем волонтерского центра энергофака, и как бы вот этим занимаюсь, это часто занимает время очень. Угу. Тут вопрос тебе. Какие планы на второй курс? Закончить также хорошо сессии последующие, начать. Ну, на первом курсе я не занимался спортом именно вот в ВУЗе, на втором курсе рассчитываю начать заниматься. Рассчитываю найти в этом время. Так, еще тут у тебя спрашивают, в общежитии есть ли тараканы? Тараканы? Да. Да, есть. Ну, их немного. Ага. Если просто проводить уборки влажные часто, то их по минимуму будет. И то не ваша, а это с соседей набежит. Угу. Хорошо, Ильдар, спасибо за эфир. Желаем тебе успехов. Спасибо вам тоже, удачи. Все, до свидания. Всего доброго. Друзья, наш эфир подошел к концу. Эфир мы сохраним на этой странице. Следите за нашими новостями. Следующий эфир планируется с экономическим факультетом. Не пропусти. Всем спасибо за участие. До встречи.